20 июля 2017 года президент России Владимир Путин заявил, что заставлять человека учить язык, который для него родным не является, недопустимо. Это заявление спровоцировало большие изменения в республиках России. В России 21 национальная республика. В некоторых из них местные национальные языки преподавались как государственные для всех жителей. Статус государственных языков республик закреплен в Конституции России и Конституциях республик Федерации. Например, в Конституции Татарстана сказано, что татарский и русский языки равноправные государственные языки. В том же Татарстане до высказывания Путина татарский преподавался в школах почти в равных объемах с русским языком. Его учили все, вне зависимости от национальности и от желания. В 2004 году житель Татарстана Сергей Хапугин пытался опротестовать обязательное преподавание татарского в Конституционном суде. Тогда суд постановил, что республики вправе преподавать свои государственные языки с небольшой оговоркой, без ущерба для изучения русского языка. Татарстан с момента введения ЕГЭ занимал первые места в России по результативности по русскому языку. Несмотря на это, группа русскоязычных родителей заявляла, что уроки татарского мешают их детям полноценно освоить русский. Путин же, видимо, с Конституционным судом не согласился. После его поручения в национальных регионах начались проверки Рособорнадзора и прокуратуры. После давления на директоров школ и управления образования государственные языки стали факультативом. Госсовет Татарстана на заседании признал изучение татарского добровольным, а министра образования, отстаивавшего статус татарского, отправили в отставку. Через год после высказывания Путина ни один из государственных языков республик в школах России не преподается. Их можно изучать только в рамках предмета «Родной язык» 2 или максимум 3 часа в неделю. Вот так слово президента в стране важнее Конституции и Конституционного суда.